Добрый вечер. В середине лета, когда наш город оккупировала небывалая жара, в Бишкеке открылся Иссык-Кульский форум-2. Съехали с разных концов света интересные личности. Форум начался вполне торжественно, под специально написанную увертюру композитора Бегалиева. Исторический музей был переполнен. Людей, пришедших с праздным любопытством, было меньше, нежели действительно заинтересованных. Форум притягивал, дразнил своей неординарной событийностью. 3 дня политики, интеллектуалы делились мнениями, размышляли, оспаривали ситуации. Бывали времена, когда в мире активизировались идеи, что человечество, столько затратившее на уничтожение, имеет ли право на выживание. Но как ответ появлялись произведения искусства выдающихся художников, которые меняли лик человека, природы, народа. И пессимизм, само собой, перечеркивался, и выяснялось, что мир-то прекрасен в своей неповторимости. Признаюсь, что я тоже был подвержен скепсису перед началом форума. Думалось, ну зачем сегодня это Айтматову? Что вы настолько богаты, чтобы разбрасывать средства? К чему такая суета? Но 3 дня, понаблюдав за писателем, видя, в каком он находился постоянном напряжении, как он неумело старался скрыть внутреннее волнение, вспоминалась старая истина, что дела ведь государства зависят не от руководителя, не столько от руководителя, сколько от уровня общества в целом, от его духовной наполненности, культуры. Говорят, когда люди достигнут вершины, они поставят вне закона различия между правдой и неправдой, грехом и добром. Они перестанут быть конформистами, потому что им нечего будет примирять. Но так как мир сегодня раздираем еще противоречиями, наверное, об этом надо говорить, кричать и горланить, черт возьми. И, наверное, прав Чингиз Айтматов, устроивший эту актуальную дискуссию у нас в Бишкеке, дискуссию, диспут о проблемах духовности, о проблемах катаклизм, социальных катаклизм и проблемах выживаемости на стыке перемен систем, мировоззрений. И все же, думается, что декларации, призывы – это еще не все. Сегодня необходимы конкретные действия, конкретные поступки, широкий жест. Сегодня необходимо подпитать хиреющее искусство, чтобы снимались фильмы, ставились спектакли, печатались книги. И прав Арон Абрамович Брудный, сказавший на форуме, что наше общество сегодня скатывается в действительность, где больше всего ценят золото, уважают только силу и не боятся пролитой крови. Как это страшно и чревато непредсказуемыми последствиями. И только настоящие, серьезные произведения искусства, жестоко отображающие сегодняшнюю нашу реальность, способны натолкнуть человека на размышления. Кто он? Что он? Для чего он?
На форум приезжал поэт Евгений Евтушенко. Он нашел возможность и время встретиться с почитателями его таланта. Поэт приехал в театр имени Крупской в хорошем расположении духа. Выглядел вполне респектабельно, даже шармово. Одет он был, как всегда, с недешевой простотой. Вечер удался, вечер был великолепным, в котором поэт сам выступил в роли волшебника удивительного праздника. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в праздной суете разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, и оба мучаемся с ним. Со мной вот что происходит, совсем не так ко мне приходит, мне руки на плечи кладет, и другой меня крадет. А той, скажите Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть. Не сразу этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе. Неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных, ненужных связей, дружб ненужных, во мне уже осатаненность. О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Всегда со мной. Она ни в чем не виновата перед страной. Поставлю старенькую запись и ощущу к надеждам юношеским зависть. И загрущу, где в пыльных шлемах комиссары нет ничего, и что-то в нас под корень самый подсечено. Все изменилось, жизнь и люди, любимый взгляд, и лишь оскомина иллюзий в душе, как я. Нас его песенка будила, промыв глаза, она по проволоке ходила и даже за. Эпоха петь нас подбивала, толкает вспять. Не запевалы, подпевалы нужны опять. Но ты, мой сын, в пыли архивов иной Руси найди тот голос,
чуть охриплый, и воскреси. Он зазвучит из дальней дали, сквозь все пласты. И ты пойми, как мы страдали, и нас прости. Поэт читал стихи, отвечал на вопросы, раздавал автографы. В какие-то моменты он напоминал молодого Евтушенко 30-летней давности в переполненном политехническом. Он поражал силой и молодостью духа. Бывают маломальски известные люди, в которых столько чванства и высокомерия, что, как говорится, можно намазать на хлеб. И высокомерие это проявляется на пустом месте. И тем более удивительно, что в Евтушенко, казалось бы, пресыщенным вниманием и популярностью, в тот вечер в театре Крупской не было и намека на амбиции или какого-то намека на жест одолжения провинциальному зрителю. Он читал свои стихи, как бы он их читал в Москве, в Париже, в Берлине, увлекая, завлекая, гипнотизируя. Он читал свои стихи как молитвы, как призывы. Может быть, кому-то это не нравилось. Какая-то игра, какое-то кокетство. Меня это увлекало. Мне это нравилось. Хотя потому, что Евтушенко – это личность и выдающийся поэт. О стольной Москве, до белокаменной, вор по улице бежит с булкой маковой. Не страшит его сегодня самосуд, не до булок, Стеньку Разина везут. Царь бутылочку Малевазии выдаивает, перед зеркалом свейским прыщ выдавливает. Примеряет новый перстень изумруд, и на площадь Стеньку Разина везут. Как за бочкой бокастой бочоночек, за боярами катит бойрачоночек. Леденец зубенки весело грызут, нынче праздник, Стеньку Разина везут. Прет купец, трещат гороха, мчатся вскачь два скомороха. Семенит ярышка плут, Стеньку Разина везут. В струпьях все едва живые, старцы свервиновые, что-то шамкая ползут, Стеньку Разина везут. И срамные девки тоже, под хмельком скачив с рогожи, огурцом намазав розы, шпарят рысью в ляжках зуд, Стеньку Разина везут. И под визг стрелецких жен, под плевки со всех сторон, на расхристанной телеге плыл в рубахе белой он. Ладно, плюйте, плюйте, плюйте. Все же радость задарма. Вы всегда плюете, люди, в тех, кто хочет вам добра. Дьяк мне бил с оттяжкой зубы, приговаривал ретив. Супротив народу вздумал. Будешь знать, как супротив. Я держался, глаз не прятал, кровью харкал я ответ. Супротив, боярство, правда. Супротив народа нет. Голова моя повинна, вижу сам себя казня. Я был против половинно, надо было до конца. Грешен тех, что в мире злобства был я добрый, осторожный. Грешен тем, что враг, а уловка.
И еще одно событие произошло в пик жары. Неугомонные и неутомимые Анес Гургенович и Наина Зарифьян выступили застрельщиками вечера памяти Булата Акуджавы, который состоялся в уютном просмотровом зале Музея изобразительных искусств. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне сегодня не хочется как-то, как обычно это бывает, говорить дорогие гости, дамы и господа, потому что мне кажется, что сегодня здесь собрались люди, именно друзья. И для нас сегодня не существует ни чинов, ни регалий, ни социальных положений, потому что мы все объединены одним человеком, который нас собрал сегодня здесь, имя которому Булат Акуджава. Собралась удивительная, очаровательная, прекрасная публика. Вечер прошел очень просто, без излишней помпезности и президиумных церемониалов. Если кто-то хотел петь, пел. Если кто-то хотел говорить, говорил. Если кто-то хотел прочитать стихи, читал. Там были все равны. Чины и регалии не в счет. Там просто собрались интеллектуалы и эстеты, чтобы пообщаться и почтить память Булата Шалвовича Акуджавы. Легко, необычно и весело кружит с крещением дорог та самая главная песенка, которую спеть я не смог. Та самая главная песенка, которую спеть я не смог. Ватага однокашников моих и пел проникновенно Акуджава. Я жил тогда, казалось, за двоих. Запретная дымилась сигарета, звучали немудрящие слова, и так бывала песенка пропета, что от нее кружилась голова. То взвод в туман уходит на рассвете, то тишина, а то гремят бои. И были мне дороже всех на свете суровые товарищи мои. Как научиться рисовать? Если ты хочешь стать живописцем, то рисовать не спеши. Разные кисти из шерсти барсучьей перед собой разложи. Белую краску возьми, потому что это начало. Потом желтую краску возьми, потому что все созревает. Потом серую краску возьми, чтобы осень в небо плеснула свинец. Черную краску возьми, потому что есть у начала конец. Краски лиловой возьми пощедрее, смейся и плачь, а потом синюю краску возьми, чтобы ветер птицы слетел на ладонь. Красную краску возьми, чтобы пламя затрепетало. Потом краски зеленой возьми, чтобы веток в красный подбросить огонь. Перемешайте краски, как страсти, в сердце своем. А потом перемешайте краски сердца с небом, с землей. А потом, главное, это сгорать. И сгорая, не сокрушаться о том. Может быть, кто и осудит сначала, но не забудет потом. Девушка плачет, шарик полетел, ее утешаю, а шарик летит. Девушка плачет, жениха все нет, ее утешаю, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел другой, ее утешаю, а шарик летит. Плачет старушка, мало пожила, а
Он был всем и всегда нужен, Окуджава, необходим. Особенно сегодня, в непростое время суеты за выживание, когда в голове сумбур, когда кому-то жизнь кажется билетом никуда, когда на каждом углу встречаешь недомытых и недокормленных земляков с вопрощающим взором, за терпеливой настороженностью которых проглядывает простодушие маленьких детей, еще верящих в Деда Мороза, вдруг услышишь песни Окуджавы и чувствуешь, как они в тебя проникают и вселяют надежду, светлую-светлую, и такую сегодня необходимую. Простите пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна, и шага неверным по лестничке шаткой спасения нет, лишь белые вербы, как белые сестры глядят в тебе вслед, лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед. Не верьте в погоде, когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи, у жизни со смертью еще не окончены счеты свои. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. В 1959 году, после окончания школы, сидел я у ворот киностудии «Киргизфильм» в надежде устроиться на работу. На коленях держал пухлую папку с фотографиями, рисунками. А по двору фланировал какой-то стиляга в узких вельветовых дудочках, набриолиненный кок, бакенбарды, все как надо. Он фланировал, я наблюдал. Потом он, увидев папку, подошел, попросил посмотреть. Я с готовностью протянул. Стиляга небрежно перетасовал мои фотографии, рисунки. Тогда я впервые услышал такие термины, как композиция, экспозиция, соляризация. Стиляга удалился. Я у другого молодого человека спросил, а кто это за оператор? А мне ответили, а это помощник аккумуляторщика, он 2 дня назад устроился. Так вот, тот пижон, помощник аккумуляторщика, оказался Нуртаем Борбиевым. Сегодня ему 60. Сегодня он мэтр, народный артист республики, один из лучших операторов. И еще сегодня он начинающий бизнесмен, совладелец элегантного кафе-магазина, в котором продают прекрасные пирожные и торты, подают отменное кофе. Первую свою работу вы сняли еще будучи ассистентом. Да. Это был фильм какой? Сингапур? Это была более серьезная картина, это Сингалай была, да? Сингапур, Сингапуровича. Да, Зимой, Алай. Яки. Да, да. А потом вы сняли прекрасную картину с Ильей Абрамовичем. Да. Мы с Негова. Мы с Гнедовска,
Это были ваши первые, так сказать, самостоятельные пробы. Да. А дальше? Ну, дальше, в общем-то, из серьезных работ это был «Сад», 67 год. Кстати, первый фильм, который, в общем-то, на телевидении было снято, это первая пробная документальная картина «Куда прилетают леди». Это, в общем, по сценарию Джусубалиева. Потом был «Мурас». Мурас. «Мурас», да. Полнометражная, она была посвящена юбилею республики, если меня память не изменяет. Ну, это не столько юбилей, сколько такая философская Да, но, размышление. да, она была, в общем-то, чисто, сказать, заказная картина, но она переросла в чисто, сказать, философскую вещь. Скажите, пожалуйста, у вас, вот вы начали снимать, и у вас как-то все так легко пошло. Что, так действительно легко пошло? Или у вас бывали сбои? Вы волновались, когда впервые, как, знаю, думали, что вы вот самостоятельно будете снимать? Было такое? Нет, конечно, безусловно, в любом случае, сказать, внутреннее напряжение, оно присутствовало в любых работах. Вот, я начинал любую работу и к этому относился слишком, ну, я бы сказал, чересчур серьезно, ответственно, потому что я знал, Гена, я же ведь в ГИКа не кончал, и для меня бы конкурировать с этими учеными, так сказать, операторами, которые за стеной в ГИКа 5 лет провели, для меня это было, сказать, я хотел доказать, что я могу и лучше снять. То есть я к этому стремился, потому что в то время для меня это был рынок. Вот для моей... Более в то время столько интересных операторов. Абсолютно. Было, да? И среда была интересной, да. Славился Да. хорошими операторами. Среда, ну вот, например, в то время появился Маргачев, Видугин, так вот такие вот. Видугин, Да. Сокол. Оба исключенные из ГИКа, между прочим. И оба очень талантливые. И оба очень талантливые. И я до этого, сказать, вот когда Маргачев пришел, он только начал снимать, Виду еще пришел, он еще не вступал в работу. Да. Я в это время снимал сюжет уже. И первый свой сюжет я снял на Карагачевой роще мотокросс. Я даже не представлял, что такое там, я и Вертова там мало знал. Вот. Потому что, сказать, у меня была одна задача снимать фотографии и по нему, сказать, поступать в ВГИК. Вот. Ну, фотоработы, это было один из, сказать, вариантов или, сказать, позиций, по которому тебя зачисляли в абитуриенты. Тогда был же отбор такой колоссальный. Мурат, Мурас, мысль, Медовс, как она. Первый художественный фильм какой? Первый художественный фильм я снял Доромбек Садыбаевым. Называлась она «Десант под облака», потом она его, так сказать, экранное, так сказать, название «Деревенская мозаика». Да. Это был первый, так сказать... Первая художественная картина, да. А нет, до этого «Водопад» же был, я, правда сказать, да, с этим, как я... Борецкий, да. Я начал, потом с этой картиной, в общем-то, ушел, вот, доснимали другие. А самостоятельно вот это было «Деревенская мозаика». А потом начал сотрудничество с Толом Шакевичем, да. Чему я просто очень рад. Вот, и какой был первый с Шакеевым у вас? У нас был первый, сказать, вот потом «Белого барса». Потом Белый Барс. Очень сложный, Очень сложный. трудных условиях. Да. Экстремальных условиях. Свет, высокогорье. Да. Ну там действительно был большой труд, чисто, так сказать, в физическом плане. Ну а так, естественно, в общем-то, вещь-то была, так сказать, общеизвестная для киргизов. И для меня стояла задача, или я буду с этой картиной, в общем-то, покажу свое, так сказать, призвание, или я на этом кончу свое операторское мастерство. И что, если бы у вас это неудачно было, вы что, бросили снимать? Нет, конечно, ну это как можно сказать.
профессия есть профессия. Ну, я бы, возможно, сник бы сказать как-то, или по-другому хотел бы доказать, понимаете? Вот. А так я знал о том, что эта картина, в общем-то, должно быть, ну, для меня этапным, в общем сказать, еще одним каким-то таким, ну, важно для меня было самого себя утвердить, как личность, если можно говорить, да? Или как творец. Для меня это было очень важно. А потом я знал о том, что эта картина все же, она будет нести... Ну, я, например, так, как и ты, всегда относился к этому, что студия одна, нация одна, земля одна, и мы, сказать, должны его поднимать на должный уровень. Я вот в любой работе я так и подходил. Хоть пусть будет маленькая работа, будет большая, да. Своеобразный барьер. Да. Ну вот если помнишь, мы с тобой, сказать, когда были в Алмате, когда мы там заявили громко о киргизском кино, помнишь, да, мы с тобой же? Первый фестиваль. Когда нас носили на руках, и мы удивили вообще весь регион, и потом весь Союз. Это было, сказать, какое-то прекрасное время жизни моей. Вот. Я тогда как раз в Снегохалае мы повезли, да? И мы получили все призы, главные мы забрали. И ты был свидетель, ты был членом жюри. Член жюри был. Да. Когда Тодоровский вместе отсюда ехали, да, в общем сказать, все Тодоровский пел, Рошаль, мы все вместе поехали на Рафике. Ну тогда было сухого закона не было, мы были молодые, они были чуть-чуть постарше, жутко такие, они вообще жутко коммуникабельные, простые такие. Намного старше. Намного, да. Потом я узнаю о том, что Тодоровскому уже 70 лет, когда, то есть на 10-15 лет он, оказывается, и войну прошел, и Крым-Мрым прошел, и воду прошел, и создал вот уже на старости лет прекрасные картины создал. И до сих пор снимает. И до сих пор снимает. А какой был человек прекрасный Рошаль? О, не говори, какой человек души, несмотря на свою возраст, да, на свое имя, всемирное признание, его любили в высших эшелонах, видимо, государства, так, уважали, и он был просто с нами тоже. Наталья Георгиевна, потом было, а потом вот после потомка Миражи любви, да, сняли. на этом что, закончилось? Нет, почему? Я снимал, после этого снимал с Нарлиевым фильм «Манкурт». Манкурт. Да. Манкурт, Да. Туркмения. Да, в Туркмении снимал. После этого я снимал одну картину в Узбекистане, потом... А в Узбекистане какую картину? Ну, там пригласили, так сказать, такая детективная вещь. Ну, помните, в 92-м году был, так сказать, ажиотаж вокруг... Крутых фильмов. Да, крутых фильмов, сказать, боевики и тому подобное. Это же ведь экранная конъюнктура, которая, в общем-то, оказалась никому не нужна, в общем-то. Вот. В любом случае, американцы в этом плане не переплюнуть, да, потому что, да, их хлеб, да, это их детище. Вот. Наша, видимо, сказать, все же... Вот, кстати, вот в этом плане, я, например, думаю, что вот мы, кыргыздары, сказать, особенно, да, например, я к этому часто прихожу, о том, что все же внутренняя какая-то духовное богатство у кыргызов очень богатое. Что другой вопрос, сказать, мы его в последнее время довольно-таки конъюнктурно или, сказать, в общем-то, меркантильно опошляем и его не воспроизводим. Много мы кичимся о том, что мы гении, там подобное. Потомки Манаса. Да, мы потомки Манаса, киргизы, кыргызы и там подобное. Вот на это сказать. Наталья Георгиевна, и вот последние 6 лет вообще уже не снимается кино. Да. Такое положение не только у нас, по всему бывшему Союзу, да? Мы оказались в таком подвешенном состоянии кинематографистов. У вас как, есть ностальгия, тоска по... Иногда хочется вот взять камеру,
Не отвыкли сейчас как? Да нет, вот буквально полтора месяца то есть полтора месяца назад приехали ко мне друзья из Алматы и пригласили снимать картину. И я говорю, я обрадовался, честно говоря. Ну, естественно, как профессионал, я хотел узнать, о чем фильм, где сценарий, какого, в общем, его фабула. Я говорю, я с удовольствием пойду снимать. И показал вот как раз в это время вот этого заведения. Вот. Она только без крыши, мы монтировали. Начинали. Да, начинали. Они увидели, говорят, ой, какая прекрасная вещь. Мы, говорит, чувствуем, что это будет красиво. И там, мы спросили, какого цвета будет, что будет, чего будет. Я им примерно рассказал. Вот. А вот буквально на днях звонит, говорит, ну что, говорит, будем работать, что, говорит, или просто это самое, ты занят вот этим делом, да, бизнесом. Я говорю, я бы с удовольствием бы сказать, ну, дайте мне еще мне 20, я после этого сказать, я буду готов на съемку. Говорит, нас поджимать, говорит, сроки, говорит, натура уйдет, говорит, поэтому, говорит, ты конкретно скажи. Я помялся, хотел сразу сказать, я говорю, да, а думаю, я уеду, сказать, все это здесь развалится. Все. Поэтому говорю, ну давай, говорю, через месяц. А? Ну, в общем, ну и потом пришли к такому обоюдному согласию. Говорю, ну, следующую картину обязательно с тобой мы будем снимать. Сейчас, говорят, вот нам срочно нужно. Тем более Ленфильм, сказать, там они говорят, тоже выделяют, в общем, какая-то альтернатива, говорят. Ну, в таком случае, говорю, давайте тогда продолжайте работать. Да, я говорю, тогда отказываюсь. Вот. Но ностальгия, безусловно, есть, остается, потому что нас же переделать трудно. Все равно, сказать, вот какой бы там бизнес ни было, все же творческая работа, она остается творческой работой. Там все же ты сам с собой, да, мысли. То есть настолько та работа интереснее намного, так сказать, сложнее, нежели, естественно, вот этим заниматься. Хотя это тоже, так кажется, необходимо для народа, нужно для народа. В общем, я не говорю, что я первопроходец, до меня многие начинали. Я просто хочу тоже поконкурировать, как на фестивале. Просто. Ну, а вот из снятых фильмов, вот, какой у вас оставил такой заметный след? Какой из фильмов? Документальный, художественный? Или они все дорогие? Для меня все дороги. Вот если бы сейчас была возможность снять фильм, были средства, там, сказали, вот на то, вот все, снять фильм. Какой фильм вы бы сняли? Я бы снял бы такой фильм добрый, красивый, что сейчас нам необходимо. Не хватает для того, Просто добрый. Добрый фильм. Он мог делать то, что ему говорили, и делать неплохо. Если бы еще знал, с какой ноги шагать и в какую сторону идти. И он когда-то зажегся мыслью узнать, с какой ноги шагать и в какую сторону идти. Зажегся мыслью постичь секреты кинематографической палитры, а может быть придумать и свое направление, свой колор. И придумал. Человек беспокойный, беспокойный, можно сказать, набитый противоречием под самую крышу, он с фанатичной настойчивостью постигал уроки ГИКа на практике, на съемочных площадках. Сколько было перечитано, сколько было просмотрено фильмов, сколько километров пленки было снято. Не все шло гладко, не все шло ровно. Отбросив всякое самолюбие и ложную гордость, просил совета у опытных мастеров. И так шаг за шагом, год за годом. И на небосклоне кинематографа появилась новая личность – Нуртай Барбиев, чьи работы уже воспринимались по большому счету. И глядя на его операторские опусы, зритель получал истинное наслаждение. Хвала вам и честь, Нуртай Байке.
has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has back heat, dear, and he keeps it. А теперь, как мы говорили в последней передаче, мини-заметка «Счастливый человек». Это Айбек Джангазиев, талантливый оператор. Кого только не снимал Айбек, президентов и глав правительств, дипломатов и выдающихся деятелей искусства, бродяг и алкоголиков, богатых и нищих. Достойный сын достойных родителей, Айбек далек от всяких амбиций и тем более политики. Он любит своих детей, предан своим друзьям. И еще, он неисправимый оптимист и романтик, по-настоящему влюбленный в жизнь, потому что он, Айбек, счастливый человек. Уважаемые товарищи, надеюсь, что, может быть, мы еще и увидимся. Во всяком случае, дай Бог вам удачи. До свидания.